Вопрос на 1 миллиард 800 миллионов евро. Конституционный суд разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа. Предпосылки для чрезвычайной экологической ситуации во Львове, что заставило львовского мэра сделать это громкое заявление. 8 месяцев Львов находится в мусорной блокаде. Последствия землетрясения в Италии. Снежная лавина накрыла отель. Есть погибшие. Всех, кого удается вытащить из гостиницы, отправляют в больницу. Но нам больше ничего не известно. Мы не можем туда добраться. Все главные события дня – это «Настоящее время Прага». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Российский Конституционный суд сегодня разрешил правительству не выплачивать акционерам ЮКОСа почти 2 миллиарда долларов. Таким образом, признав необязательным к исполнению решение Европейского суда по правам человека. 2,5 года назад ЕСПЧ постановил, Россия нарушила право компании ЮКОС на защиту собственности и обязал российские власти выплатить бывшим владельцам компании многомиллионные компенсации. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Кремль может не платить. Конституционный суд России разрешил властям не исполнять решение ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа почти 2 миллиардов долларов, так как оно противоречит Конституции России. Как заявил глава КС Валерий Зорькин, акционеры ЮКОСа должны нести ответственность за нарушение компанией налогового законодательства России. Акционерное общество устроено таким образом, что акционеры берут на себя все последствия того, что делает руководящие органы. Пожалуйста, делайте общее собрание, переизбирайте компанию. Тем более, я должен сказать, в этом деле аудиторы не российские, а международные аудиторские фирмы обращали на то, что уплата налогов не соответствует духу требований законодательства российского. Но руководство компании посчитало, что оно все правильно делает. После заявлений Зорькина у юристов, защищавших интересы ЮКОСа, возникли вопросы. Противоправных действий в отношении компании никто не устанавливал. Было уголовное преследование только отдельных руководителей компании. Где причинно-следственная связь между действиями тех, кому сейчас что-то ставится в вину, кто ни под какими судами не был, и между наступившими общественно опасными последствиями. Забыла об этом председатель Конституционного суда. Сам же механизм, позволяющий России игнорировать решение ЕСПЧ, был легализован в конце 2015-го. Тогда Госдума в ускоренном порядке приняла поправки к закону о Конституционном суде. При этом юристы отмечают, что эти поправки сами противоречат Конституции, а именно ее 125-й статье, в которой содержится закрытый список полномочий Конституционного суда. Его изменение, соответственно, является антиконституционным. Впрочем, депутаты поддержали его почти единогласно. Против высказались лишь 3 человека, в том числе Дмитрий Гудков. Закон был принят только с одной целью – дать возможность российскому правительству избежать наказания вот эти вот выплаты штрафов по делу ЮКОСа, что у нас ради одного случая, ради одной компании отменяется вообще, меняется весь правовой механизм. Это, во-первых, неправильно, а во-вторых, зная, в каком состоянии наша находится судебная система, скажем так, приоритет международного права очень часто бывал палочкой-выручалочкой для многих российских граждан. А как применяется? Ну, применяется избирательно, будет применяться. Как захотят в Кремле, так он и будет применяться, этот закон. Жалобу в ЕСПЧ на Россию ЮКОС подал в 2004-м. Компания изначально требовала от государства 98 миллиардов долларов, заявляя о незаконном отъеме собственности. Именно так ЮКОС расценивает действия налоговых органов, которые взыскали с компании более 300 миллиардов рублей. По заявлениям ЮКОСа, это были незаконно начисленные задним числом пени, штрафные санкции и дополнительные налоги. Летом 2006 года ЮКОС признали банкротом. А его руководитель, некогда самый богатый человек России Михаил Ходорковский, отправился за решетку. Он провел в тюрьме 10 лет. Сам бывший владелец компании уверен, дело ЮКОСа было политическим. На компенсацию он, по собственным словам, не претендует. Россия же считает, что ЮКОС нарушал налоговое законодательство в беспрецедентных масштабах, что имело, цитата, «праворазрушающий эффект». При этом Конституционный суд, решивший игнорировать решение ЕСПЧ о компенсациях, подчеркнул, Россия все же может выплатить какие-то деньги бывшим акционерам нефтяной компании, но только если найдется и вернется в Россию, цитата, «вновь выявленное имущество ЮКОСа». В то время, когда в Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации Дональда Трампа, пока еще президент США Барак Обама дал свою последнюю пресс-конференцию на посту.
Один из главных вопросов, понятно, отношения Белого дома с Кремлем. Обаму спросили о возможности снятия санкций с Россией Дональдом Трампом, если Москва вместе с Вашингтоном сократят свой ядерный арсенал. Обама напомнил, что санкции были введены без относительно ядерных вооружений, а из-за действий России в Украине. Я дал понять российским властям, как только вы прекратите это вмешательство, санкции будут отменены. Это соответствует интересам США и позволяет продемонстрировать уважение к нормам международного права и при этом не смешивать причины введения санкций с другими проблемами. Также Обама много говорил о палестино-израильском конфликте. Все должны понять, что время уходит, подчеркнул он. Замороженный конфликт на Ближнем Востоке опасен для Израиля, вредит палестинцам и безопасности США. Как только я вступил в должность, я хотел сделать все, чтобы стимулировать серьезные мирные переговоры между израильтянами и палестинцами. Но какие бы усилия мы ни прилагали, насильно привести стороны к миру мы не можем. Мы готовы оказать им содействие, можем предоставить площадку для переговоров и поддержать. На своей последней на посту пресс-конференции Обама предстал не только политиком, но и семьянином. Когда говорил о родных, а к этой теме возвращался часто, его слова были особенно эмоциональными. Признался, давно ждал возможности проводить больше времени с женой и детьми. Я думаю, ни одна из моих дочерей не собирается делать политическую карьеру. На это, наверное, повлияла их мать. Впрочем, дети выросли в таком окружении, которое, на мой взгляд, сделало их настоящими патриотами. Они еще крепче любят свою страну и, видя недостатки, готовы брать на себя ответственность, чтобы исправить их. Теперь в Украину. Утопает в мусоре украинский город, один из самых привлекательных для туристов – Львов. Помочь справиться с бытовыми отходами мэр уже просит европейских партнеров. В случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его могут начать вывозить за границу, в частности, в Польшу. Об этом Андрей Садовой заявил сегодня на брифинге. Дело в том, что в некоторых районах города мусор не вывозят уже 3-ю неделю. О затянувшемся мусорном кризисе во Львове и зачем на экстренное заседание горсовета пытался ворваться человек с ножом. Подробности у Ирины Сандуляк. Вот такие пустые мусорные контейнеры в спальных районах Львова увидишь редко. Большинство выглядят вот так. Тут мусор не вывозят уже 2 недели. В результате куча отходов высотой в 1,5 человеческих роста. Ситуация в городе критическая. Мэр Андрей Садовой говорит, что Львов оказался на пороге экологической катастрофы. В своем обращении к горожанам он попросил их производить меньше отходов, потому как вывозить их попросту некуда. Мы зверталися в усі можливі інстанції, Мы обращались во все возможные инстанции, чтобы городу дали доступ к полигонам для утилизации бытовых отходов, пока не будет построен перерабатывающий завод. К сожалению, в силу различных обстоятельств, в том числе админресурса, нам одну за другой перекрыли все возможности для вывоза отходов. Городская свалка закрыта уже 8 месяцев после того, как при страшном обвале там погибли люди. Большинство компаний, которые занимаются вывозом мусора, уже заявили, что отправлять отходы теперь некуда. От экологического бедствия, распространения паразитов и болезней Львов пока спасают только снег и сильные морозы. Но все понимают, что до оттепели мусор нужно убрать. Мария предложила организовать площадки для сортировки и упаковки в самом городе, если для этого нет места в области. Все 5 районов города, не считая 6-го, Галицкого, ведь мы не можем сделать мусоросортировочную станцию в самом центре, будут иметь такие станции. Предложение рассматривали на экстренном заседании горсовета. Его работе пытались помешать группа молодых людей. Прорвались в зал городской ратуши с громкими криками и нецензурной бранью. Кто они такие и чего хотят, не объяснили. С таким звуковым сопровождением депутатам пришлось голосовать. Утвердили решение создать во Львове временные площадки для приема, сортировки и упаковки отходов в брикеты. Там же, возможно, их и будут складировать до тех пор, пока не придумают, куда вывозить. А вот это как раз самый интересный вопрос. Ведь за 8 месяцев с начала мусорного кризиса ни городская, ни государственная власть так и не смогли начать строительство во Львове мусороперерабатывающего завода. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Львов.
Реакции Киева на претензии мэра Львова пока получить не удалось. Но скандал вокруг львовского мусора может быть использован в политической борьбе, причем всеми сторонами конфликта. Об этом говорят украинские политологи. Садовой оказался в очень сложной ситуации. Получается, он не решил проблему с мусором, да, с мая месяца. И теперь он теряет активно доверие, в общем-то, даже своих жителей города. Я думаю, что именно с этим связана такая инициатива Садового, сказать, что эта власть виновата, потому что я оппозиционный политик. То есть он думает, что его избиратель, может быть, поверит в такую версию, почему проблема с мусором не была решена. Ложные новости в центре внимания накануне выборов в Чехии. В преддверии парламентских выборов чешское правительство учредило Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. А президент Чехии Милош Земан немедленно выступил, как он утверждает, против нового вида цензуры. Миграционный кризис организован Соединенными Штатами. «Титаник» затонул не из-за столкновения с айсбергом. Это была крупная страховая афера. Это примеры популярных ложных новостей в Чехии в 2016 году, по данным чешского радио. Недавно чешское министерство внутренних дел основало Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Его возглавляет Эва Романцовова. По данным наших разведслужб, уже на протяжении нескольких лет наибольшая угроза исходит из России. В последнее время наиболее агрессивные действия со стороны России связаны с так называемыми гибридными кампаниями. По данным известного либерального аналитического центра, количество сайтов с фейк-новостями исчисляется десятками. Они распространяют ложную или экстремистскую информацию, часто действуя в интересах Кремля. Чешский президент Милош Земан немедленно раскритиковал создание центра. Нам не нужна цензура, нам не нужна полиция мысли, нам не нужна новая служба для контроля прессы и информации, если мы хотим жить в свободном и демократическом обществе. Пресс-секретарь президента назвал новый центр Оруэлловским министерством правды, а также недружественным актом в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Однако Романцовова заявляет, что ее управление борется с дезинформацией, публикуя в Твиттере ссылки на материалы, которые выводят подделки на чистую воду. Мы хотим информировать публику, чтобы предотвратить распространение дезинформации. Но это не цензура, а альтернативный источник информации. Чешская контрразведка предупреждает, что Кремль использует дезинформацию, чтобы подорвать доверие к НАТО и Европейскому Союзу, а также расширить поддержку политических экстремистов. В октябре в Чехии пройдут выборы, и, по словам Романцовой, главная задача ее центра — не дать силам извне вмешаться в предвыборную кампанию. Это «Настоящее время Прага». Главные темы далее. Настя нашлась. Похищенная в российском Оренбурге девочка успела отправить СМС из багажника. Во дворе в багажнике свой. И привезли за город. И убили там. Последствия землетрясения в Италии. Снежная лавина накрыла отель. Есть погибшие. Всех, кого удается вытащить из гостиницы, отправляют в больницу. Но нам больше ничего не известно. Мы не можем туда добраться. Пол Маккартни против Sony. Почему один из основателей The Beatles решил судиться со звукозаписывающей компанией? Итальянские спасатели ищут выживших при сходе снежной лавины на популярный отель в области Абруццо. Как сообщили местные власти, на месте трагедии может быть много погибших. Точное число жертв не называется. Как стало известно, в отеле находилось примерно 30 человек. Это постояльцы и персонал. Всех, кого удается вытащить из гостиницы, отправляют в больницу. Но нам больше ничего не известно. Мы не можем туда добраться. Пробиться к заваленному снегом зданию первым спасателям и медикам удалось лишь сегодня утром на лыжах, почти 12 часов спустя после схода лавины. Когда рассвело, вертолеты доставили на место дополнительные поисковые группы. Четырехэтажный корпус отеля частично разрушен, что еще больше осложняет поиски. Власти не исключают, что под грудой обломков также могут находиться люди. Эвакуация пострадавших идет медленно. Толщина снежного покрова во многих местах достигает 5 метров. О катастрофе экстренным службам сообщили двое мужчин. Их спасло то, что в момент схода лавины они находились вне здания.
Исход мощной снежной лавины спровоцировала серия подземных толчков. Землетрясение 5,4 балла ощущалось в Абруццо и соседних областях Италии. То есть в том же регионе, где в октябре прошлого года разрушительное землетрясение унесло жизни почти 300 человек. Теперь в Россию. В Оренбурге волонтеры-поисковики спасли девочку из рук похитителя. 12-летнюю Настю в багажнике машины увезли в неизвестном направлении. Искали девочку буквально всем городом. Через соцсети распространяли ориентировки и маршруты. И в итоге нашли живую. Екатерина Пономарева продолжит. Во дворе багажник свой. И привезли за город. И били там. На лице у Насти синяки и ссадины, следы от побоев. Говорит, похититель еще насильно поил ее спиртным и сам нюхал какой-то порошок. Во вторник в 3 часа дня, когда Настя возвращалась с прогулки, ее схватил неизвестный и закинул в багажник машины. 12-летняя девочка, насколько это было возможно, не растерялась и отправила оттуда из багажника маме СМС. Скажи, что написала маме? Что меня увозят, чтобы она помогла мне. Они никакого выкупа, вот говорят, уже слухи ползут. Ничего нет, не было, нет. Не было никакого, да? Ничего. Телефон потом он ее как забрал и не могли выйти на связь с ней. Мама Елена давать интервью не в состоянии. Она, кажется, до сих пор не верит, что все закончилось. После той СМС дочери Елена позвонила в полицию, там обещали помочь. И разослали ориентировки волонтерским организациям по поиску пропавших. Те распространили информацию в соцсетях. В итоге волонтеры машину с Настей и нашли. Через 6 часов после похищения. Говорят, автомобиль был припаркован на пустыре у городской свалки. По всему городу разбрались, по всем дачам. В радиусе я не знаю даже сколько километров, но это было все очень круто, на самом деле, как сработали все люди. Мы общались со всеми, с кем могли, и на Победе говорили, что вообще таких пробок даже на 9 мая не было, как было вчера. За такую успешную поисковую операцию полицейские рассыпаются в благодарностях волонтерам и обещают им награды и грамоты. Все движения волонтерские прибыли сюда как по команде, по единой команде. Откликнулись с полным сочувствием. Люди приезжали и приходили даже без машин. Садились в чужие автомобили, выезжали по тем адресам, по тем номерам, где необходимо было отрабатывать, проводить отработку по розыску данной девушки. Еще раз слова благодарности начальника руководства УВД рассматривает о поощрении. Похитителем оказался житель Перми, мужчина 29 лет. Он сейчас задержан, идет следствие. Ни волонтерам, ни Насте, ни полицейским он так и не объяснил, зачем и почему украл девочку. Злоумышленник в настоящее время задержан. С ним проводятся следственные действия, допросы, проверки показаний на месте. Известно, что он приехал в город Оренбург на заработки в ноябре прошлого года. Работал в коммерческой организации рабочим. Не женат, детей не имеет. С Настей сейчас работают психологи. Одну ее, говорит мама девочки, она еще не скоро куда-то отпустит. Следователи проверяют причастность задержанного к 2 другим преступлениям. Накануне в соцсетях города обсуждали, что неизвестный мужчина на белой машине дважды нападал на девочек, пытаясь их похитить. Но тогда в розыск никого не объявляли. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Лед, который может стать смертельным. В Латвии предупредили любителей зимней рыбалки. Сейчас ловить крайне опасно и попросили не прибавлять спасателям работы. В Риге даже ввели правила. Находиться на льду водоемов запрещено. А для тех, кто проигнорирует этот запрет, штраф от 70 евро. Мария Андреева продолжит. Морозное утро, занесенный снегом пляж у рижского озера Кишезерс. Ледяная поверхность озера вдоль и поперек покрыта следами. Стоит появиться первой ледяной корки, на поверхности воды тут же собираются первые любители зимней рыбалки. Латвийские рыбаки – народ бесстрашный. Первый лед сантиметров 5, не больше. Еще вода под ногами хлюпает, а лунка уже готова, можно ловить. В лучшем случае таких экстремалов снимают потом с льдин спасатели. В худшем они пополняют печальную статистику трагически погибших. В прошлом году в Латвии утонуло 110 человек, и часть из них именно зимой во время рыбалки. Есть люди, которым все равно. Был случай, когда работник полиции выходит на лед, чтобы предупредить рыбака об опасности, и сам проваливается. Рыбак все равно отказывается идти на берег. Главное, чтобы клев был хороший. Янис с коллегами каждый день дежурит на спасательной станции у озера и следит за тем, чтобы никто не выходил на лед, когда это опасно.
Сидеть над лункой, пока льдина не уйдет под воду, особенность национального характера. Последних рыбаков с льдин спасатели по весне снимают. Правда, сейчас рисковать своей жизнью стало дороговато. Введены специальные штрафы. Да и полиция следит в усиленном режиме за любителями подледного клёва. Система такая. Каждый день полицейские проверяют толщину льда. Если лед тонкий, на озеро выходить нельзя, иначе штраф 70 евро. Если поймают на озере или на реке пьяного рыбака, то штраф 100 евро. Погода в Латвии переменчива. Сегодня -5, завтра +2. Поэтому и нужны ежедневные проверки. Сегодня лед крепкий, сантиметров 20. Значит, рыбачить можно. Недалеко от берега мы встретили Ойерса. Рыбак опытный, с 40-летним стажем. Иметь дело с полицией ему не хочется. Поэтому он каждый день следит за сообщениями стражей порядка. Можно выходить на лед или нет. Люди разные. Хватает таких, кто рискует выходить на лед не глядя. Адреналина им, наверное, не хватает. А вот самому Ойерсу сегодня не хватило удачи. Все утро над лункой и ни одной поклевки. Ящик пустой, надо домой собираться. В 50 метрах от него мы встретили Ивана. Он говорит, все эти запреты и ежедневные проверки зря. Лед давно схватился, и находиться тут безопасно. И это при том, что сам Иван однажды провалился в воду, благо у берега, и все обошлось. Полиция же ходит. Ну, вот так... они сидят, наблюдательный пункт у них. Да, здесь. Подходят, что-то разговаривают? Проверяют. А что проверяют? Карточки, разрешение на рыбалку. Но мне, как уже пенсионеру, не надо. Да, ну, а лед толщину вот вы сами как-то проверяете? Ну, сантиметров 15-20. Они проверяют и тогда дают добро. У Ивана сегодня день сложился удачно. Пару-тройку окушков уже вытащил. Ох, какие красавцы. На суп хватит уже? Да, на суп уже есть. За рыбаками, полицией и спасателям следить легко. Все рыбные места известны. Каждый день реки и озера проверяют патрули. Другое дело – экстремалы-автомобилисты. Устроить дрифт на озере – тоже народная забава. В этом году утонули уже как минимум 2 машины. Такие развлечения обходятся еще дороже рыбалки. Штраф до 2100 евро. Владельца этого «Фольксвагена», который утопил свою машину в районе национального природного парка, полиция уже нашла. И кроме штрафа, ему еще предстоит покрыть расходы за спасательную операцию и за причиненный ущерб природе. Мария Андреева, Алексей Иванов, Рига, Латвия. Один из основателей The Beatles, Пол Маккартни, подал в суд на компанию Sony. Он требует вернуть ему права на 267 песен. Тех самых, которые он написал в соавторстве с Джоном Ленноном. Как сообщается в иске, речь идет о композициях, написанных с сентября 1962 по июнь 1971 года. Права на эти песни музыкант сам передал различным звукозаписывающим компаниям. А в 1985 году композиции выкупил на аукционе Майкл Джексон, после смерти которого они перешли к компании Sony ATV. В своем заявлении Пол Маккартни ссылается на американский закон об авторских правах. В нем говорится, что музыканты имеют право вернуть себе свои творения спустя 56 лет после написания. Первой композицией из списка, на которую Маккартни сможет предъявить права уже в октябре 2018 года, станет знаменитая «Love Me Do». В компании Sony иск назвали преждевременным и неуместным. Мы глубоко уважаем сэра Пола Маккартни, с которым нас связывают многие годы сотрудничества, говорится в официальном заявлении. Сам музыкант утверждает, что уведомил компанию о своих намерениях еще в 2008 году, однако в Sony ранее никаких реакций на него не последовало. Таким запомнится этот четверг. Наши выпуски можно найти в YouTube и на сайте currenttime.tv. Спасибо, что смотрите нас. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До встречи.